Сегодня великая урочистость Пана нашего Иисуса Христа, Володара, Сусвету. Каждый из нас, дети, хотел быть королем, как нам служили, как нам подавали, как нас любили и поважали. Иисус Христос показывает, что Его володарство не из этого света, не так, как бы мы хотели, как нам служили. А я говорю, что когда дойти до этого володарства и занять эти поста, треба на початок самому уметь служить, уметь подавать, уметь шановать и уметь любить. Эту святую имшу справую за Андрея з нагоди Дня народження нашого міністранта, просячи для його Божого благословення, здоров'я душі і тіла, а так само Божих ласкав у вучові. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласть эту наисвятейшую охрану. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я верви, думкою, словом, учинком и заедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую за всёты Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного.
Всемогутный вечный Боже, Ты все пожадал обновить у Своим наимилейшим Сыне, благодарить свету. Ученика все створение, вызволенное с неволи игроку, служила Тебе без конца, Тебе прославляла. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей благодарит в едности Духа Святого, Бог правдущий веки вечные. Читання книги пророка Даниила. Бачив я в ночных визирь. Вось разом з облоками небесними ішов ніби Сын Человечий. Наблизився ён до стародавнего, і быў подвесены до яго. І дадзена яму была улада, і гонор, і валадарство, і ўсе народы, плямёны і мовы служили яму. Улада ягоная, вечная улада, якая не адынецца, і валадарство ягоное не будзе знішчана. Гэта Слово Божие. Читание книги Апокалипсиса святого апостола Иоанна.
Ласка вам і спокой от Єсуса Христа, вірного свідки, першородного сярод померлих і першого сярод земних володарів. Тому, хто любить нас і хто брат свою крову визволив нас від наших грехов і вчинив нас володарством і святарами для Бога і Отця Своего, Йому хвала і моць на віки вічні. Амінь. Ось Йон приходить з облогами, і кожне воко убачить Його, і всі ті, хто Його протяг, і будуть оплакувати Його, усі покоління землі. Так, Амінь. Я Альфа і Омега, каже Пан Бог, який єсть, який був і який приходить, усімогутній. Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословенный той, кто приходит во имя Пана. Благословенное володарство Отца нашего Давида, якое надходит. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Читание Святого Евангелия по Иоанна. У той час Пілат спитався у Єсуса: «Ти король юдейський?» Єсус отказав йому: «Чи от себе ти кажеш гэта, чи інші сказали тобі про мене?» Пілат отказав: «Чи ж я юдей? Твой народ і першосвятарі видали тебе мне. Що ти зробив?» Єсус отказав: «Володарство моє не з гэтага свету. Калі б з гэтага свету было мое володарство, та слуги мои заступилися бы за меня, как я не был выдадзены юдеям. Але теперь мое володарство не адгэтуль». Пилат сказал ему: «Значит, ты король». Иисус отказал: «Ты кажешь, что я король. Я для того народился и для того пришел на свет, как засведчить о правде. Кожный, кто от правды, слухая голос мой». Это слово Пана. Дети, что вам говорить про королей? Все байки, альбо шмат баек, звязаних з тим, який ось король, альбо якийсь десь там король, альбо якийсь принц жив. І у гэтага короля здарилось там штось такое, что потом треба было все направить. Вядома, ёсць шмат баек про короля, про королёў. Як бачым, усе гэтаму королю служаць. Часамі здарыўся король добрый, які выконваў аддана сваё пакліканне, уладу, якая яму дадзена ад Пана Бога, кіраваў народам. А часамі король быў такі, які жыў толькі для сябе і карыстаў з таго і лічыўся з людзьмі. Так, напрыклад, вы глядзець Рабін Гуда, такі фільм альбо мульцік, і там таксама Рабін Гуд стараўся для бедных, а король гэтых бедных абкрадаў, і неважна яму было, як гэтыя людзі, чи яны добра паступаюць, чи яны дрэнна паступаюць. Для яго важна было, каб ён меў усяго аж занадта, каб мог у гэтым золаце плаваць. І так ёсць. Jesús Христос з'яўляецца трошкі другім каралём. Сёння мы пачулі такія словы. Пілат запытаўся у Jesúsa Христа: «Ты король юдейский?» А Jesús Христос отказал: «Ты гэта кажаш ад сябе? Чи табе хтосьці другі пра мяне сказаў?» Вось гэтыя словы вельмі важныя ў сённяшнюю урачыстасць. Кім для мяне з'яўляецца Jesús Христос?
Чим для мене з'являється найсвятіша ахвяра, на яку я сьогодні прийшов? Не тільки сьогодні, а й кожної неділі приходжу. Який сенс вона для мене має? Чи я сюди приходжу, тому що боюся кари пекельної? Тому що коли не прийду в костюл, то колись треба, напевно, треба буде з гэтага разлічитися, здати майомость, тое, що нам було подаровано. Чи я сюди приходжу з того, що чую потребу, бо ведаю, що тут як Бог мене накормить Словом Божим і життям незвичайним, життям вічним, яке нам кожному дадено. В який спосіб, або ким для мене з'являється? І це питання Ісус Христос задає Пілату не тому, що Пілат не з'являється ніким. Пілат з'являється королем, земскую владу має. А судить кого? Судить того, хто эту владу дав, хто створив цей світ, хто його посадив на цьому троні владарства, самого Бога. І Ісус Христос, поглядите, ни слова не говорить, молчить, принимая неслушный посад. Присуть. Чи в сьогоднішньому світі так не відбувається? Чи в сьогоднішньому світі чоловік не судить Пана Бога? Конечно, что судить. Коли отбудется какое-нибудь несчастье у человека, той, кто десяти может шум про Пана Бога, але стоит от него далеко, говорит, як Бог мог нам это дозволить? Уже есть присуд Бога. Як это Бог мог дозволить? И Он, который меня створил, дозволяет, когда я терпел такие несчастья. Альбо такие землетрусы, такие хворобы, такие войны и так далее, и так далее. Як Бог может нам это дозволить? Мы себе задаем питання неоднократно, и наше сердце кричит, аж енчить. И мы уже в этом осуждаем Бога, братья и сестры. Бо Бог на ничто не дозволяет. Бог дал человеку вольную волю. И это первый пригожий дар, яким нас обдарував. І этой свободы до опошней хвилины моего життя не порушить. Это от меня залежить. Чи я хочу быть ксяндзом, чи я не хочу быть ксяндзом. Чи я хочу быть добрым ксяндзом, чи я хочу быть древним ксяндзом. Чи я хочу быть ксяндзом для людей, чи я хочу быть ксяндзом только и выключно для себя. Чи я хочу быть ксяндзом для хвалы Пана Бога, чи я хочу быть ксяндзом для хвалы своей. Это все от меня залежить. Не залежить от Пана Бога. Бог это я, чи я отчиню своє серце на ласку Божию, чи я захочу скористатися з тих доброт, які Бог не дає. Ісус Христос своїм прикладом це вельми добре розуміє і віддає своє життя не для своєї хвали, але для хвали Бога Отця, з якої хвали ми сьогодні всі тут на землі користаємо в особливий спосіб під час кожної святой імши, на яку ми запрошені. Чи я у такий спосіб опираюся, як не стратить Христа аж до проливу крові. Є такі святі. Джозе Санчес дель Ріо. Не ведаю, чи ви чули про його. Може, некоторые навіть глядели кіно і не звернули увагу на этого святого. Може, навіть здарилося. Это кино называется «Христиада». Пригожий фільм, довгий час, 2 часа 25 минут триває, але пригожий фільм. Відбуваються події у Мексике, где Мексика в певному моменті есть вельми моцно віруюча, і повстають ті, хто хоче этого Христа і християна усіх вирубити. Хочуть увійти, можна сказати, социализм якийсь, где можно жить без Бога, где показать, что свет без Бога так само будет функционовать. И начинают всех вызнавцев Христа, кто публично не выракается, Иисуса Христа мордовать и кружить. И есть там вот этот хлопчик, Джозеф Санчес, деля. Має он тоді 13, може 14 годов. На його глазах у святині забивають ксяндза, якому він прислуговував. И он является свидком, постановляя, что я буду бороться за веру. И где как наняться до генерала, хорошего человека, который по стороне христианам, помогая христианам тактично бороться за христианство.
стоит в обороне, стоит с карабином, можно сказать, с автоматом Калашникова и борется. Коли пришел, доведался генерала этого хлопчика, все, вот научи меня стрелять, научи меня держать карабин. А вот нет, не научу. Чому? Бо гэтый генерал, пригожа в этом фильме показано, зауважая у гэтым хлопчику штосьці больше, чым звычайная борьба оружия. Он зауважает, что этот хлопчик сюда пришел не только якими боролись для Христа, для славы такой публичной, а он пришел бороться для Христа, який має всередині серця. Чего он сам не имел? Чего он сам не имел? И он этого позаздравил, только можно сказать, этому хлопчику. И там сказал: нет, ты будешь у других способов. У других способов ты не будешь мордовать людей. Ты будешь помогать у шпитале, ты будешь помогать на полигоне, але я тебе не дам карабин. Пригожий фільм, докладно захочу вас поглядеть. Батька этого хлопчика является прокуратором города целого. Прокуратором, который борется с христианством. Борется с христианством. Есть акция, ситуация, тривая борьба, амаль всех расстреливают, проживает этот хлопчик, и Давудца, командир этого отряда, отдає свого коня найлепшого хлопчик, утекає. Бо я тут така проживу, як всі проживу. Ну і командир утекає ранений, остається хлопчик сам, його беруть паломництво в неволю. Есть он в этой неволе, пытки начинаются. А вот приходит и говорит: скажи, что Христос помер, что нема Христа. Скажи, что Бога нема. А говорит: не скажу этого. Начинает кричать те слова, что сегодня кричат подчас сьогоднішньої урочистості во ім'я Христа. Вивод Христос! Хай живе Христос! Христос живе! Начинает его катовать, бить. А он далее визнає Христа. Гэта не помогая, призывает батька прокуратора. Батька стоит, говорит: сын, скажи, что Бога нема. И будешь жить, будешь свободным. Говорит: не могу. Говорит, поглядел на батька, улыбнулся. Христос живет. Батька кивнул головою, дитя отдали под катуши, катові пытки, якія, стирали скуру живцом с пяток. Наихудшее место, где болеть, наиболее. Пустили, кто-то бы сказал детям такого не рассказывать, а дети хорошие, глядеть в интернете. И что? Не допомагая. Сын терпеть, а не кричить: Иисус живе! Иисус живе! Такие боли терпят. Наконец, вы провожаете его. И те, подобные до Иисуса Христа, в фильме «Прибыль» показано, в этих сходах, как Иисус Христос по сходах так само ланцюга. И те по этих сходах на ногах не маскуют. И те несколько километров доходит до места, где уже вырыта яма. Мать есть, батька есть. Говорит: ну скажи, Иисус живе. Ножиком бить его в бок, падает на колени. Уже не может сказать, уже не может слово вымыть, рисуя крыш. Я пошлыми словами сам себе под носом. Сегодня пойду домой. И пак стрельнули в плечи. Ось, брати і сестри, який спосіб визнавати у вольності серця. Бо как он не имел вольности сердца, как он заврали не поверил, что Бог есть, что Иисус Христос является Володарем, и он бы своего життя не отдал. А вы чего сюда приходите? Иисус Христос питает у каждого из нас. Кто вам про меня сказал? А вы, может, поверили? Тому вот все туда. А наша вера, братья и сестры, кто не поверил, нас взмоцнить. Просим, как мы могли в нашем житті сапраўды, и Павел скажет в другом месте, чи проливал ты кровь, как противостоять греху? Чи так моцно противостоял греху, что ж проливал кровь? Чи так моцно противостоял тому, что как породить веру? Сегодня уже не треба крови проливать детей. Сегодня посвящением того, что является христианином, крестил костел. Посвящением является те, что тут сами не месяца у каплицы и стоят на улице, где так само молятся, чи дождь, чи снег, клен. Я езжу по реколлекциям у Польши, я говорю,
что люди приходят в костел, гулять в капличку. Такая есть туда. И ты, что не месяца в урочистости, стоять на улице. А эта каплица не находится здесь, там, у лесе, что никто не бачит. Проходят ихние, часами начальники там клянчат, а приходят ихние подвладные, причины клянчат. Христа победили. Знайшли Христа в своем житті. І этого Бога не хочуть викинути з свого серця. Жадаю, як ми так само вміли визнавати віру до апошньої хвилини нашого життя. Бо Христос справді з'являється володаром і Паном. Амен. Віру в одного Бога, Отця Всесильного. И в одиного Бога Сына Божьего одиного, Отца Божьего, Первоначального, Бога Бога, Святого Святого, Бога Соправдного от Бога Соправдного, нароженного, а не створенного, одиносудного Отцу, развятого все сталося, и Он для нас людей, неделя нашего спасения, пришел из неба и утеловился от Духа Святого, сделанного и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замучен и похован, и на третий день воскрес, по Писанию, И взошел на небо, сядет справа Отца, и снова придя в хвале, судить живых и померлых, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походит, яков разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, яки промовлял праз пророков, веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один рост для отпущения грехов и чекаю возвращения померлых и життя вечного в лучшем свете. От Ісуса Христа, володарству світу, який нас збав і покликав до свого володарства, довірив Богу в молитві просьби Костела і усього світу. Молимся, святый костел, когда он вел людей до володарства Христа, где панует верность и любовь. Тебя просим. Молимся, святого Отца, когда апостольская послуга содействует церемонии добра во всем свете. Тебя просим. Молимся за все народы, которые переживают трагедию войн и ненависть. И когда открыли свои сердца на пробачение и любовь на имя Христа, володарство Божие. Тебя просим. Молимся за людей, які повинні приймати спільне певне рішення, і вони завжди керувалися своїм сумлінням. Ти просимо. Молимся за тих, хто перед обличчям терпіння і зла скулив віру в Божу милосердність, і вони приймали утешення у проживаного і воскресного Христа. Тобі просимо. Молимся за нас, за бранных, кардинала Тарапана, как мы, имея вечной тяжкости, мы захватить эмоциональную веру, надею и любовь. Тебя просим. Молимся за Андрея, з нагоди дня народження, просячи Божого благословення, здоров'я душі і тіла, потрібних Божих ласкав і поспіхов. Жопі я просим. Боже, Створитель неба и земли, ты хочешь усих людей собрать у своим володарстве любови, выслухай молитвы твоего костела и ученика пленно содейничали поширению твоего володарства в свете брат Христа, Пана нашего. Thank you.
молитеся, как мою и вашу я вяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай вам Бог прия дару суд Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на корысть нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, мы складаем Тебе вяру, поjednanie i примирения, покорно Тебе просим, как Твой Сын одарил все народы едностью и супокоем, яки же ей благодарить на веки вечные. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Говору сердце. Узносим и Пана. Дякуем Пану Богу нашему. Вот это и справедливо. Напротив, одновременно и справедливо, слушна и избавительна, как вы завсёды и всюди Тебе складали подяку, Пане святый Ойча, всемогутный вечный Божа. Ты своего одинородного Сына, Пана нашего Иисуса Христа, намастил аллеем радости на вечного святора и владара всю свету, как он завершивший таємницю откупления человечего роду, а вяруючи само по себе на алтари крижа, як беззаганную ахвяру примирения, как принявши под свою владу все створения, и передал без конца величи Твоей, вечное и повсюдное владарство, владарство правды и життя, владарство святости и ласки, владарство справедливости, любови и супокою, тому с анёлами, арханёлами и усими святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом зими ускликаючи. Святый, 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 всемогутный, небо и земля, полные хвалы, Осанна на вершинах, Осанна на вершинах. Zapravdy Boża Ty święty, krynica усялякой святости, тому в едности же всем Костелом в первый день дня, коли Иисус Христос у вас Бог послал на апостола Духа Святого, праз Христа бросим Тебе всемогутный Божа. Освяти гэтые дары росою Духа Твоего, как яны сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynom po wieczerzy
Узяв келих, знов тебе подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярите і пійте з його всі. Гэта ёсць келих крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Душаем сердце Твое, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа в хвале. Wspominając śmierci z mертвых powstanie Twojego Syna, ахвяруем Тебе, Panie, хлеб życia i избавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как учить нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный во всем свете, удосконаливал любовью, разом с Папом нашим Францишком, biskupom naszym Józefem i усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які опаснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто у ласці Твоєї пішов з этого світу, і дозволь йому бачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михайлом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной и всеми святыми, які спрадвеку подавалися Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и укрепите, Тобі, Божа Ojcze Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усе веки вечные. Молимся. Молимся, Дайца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво упокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как выбыли за все войны от греху, и захования до всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и прища збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое богатство и моц, и хвала на веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вас, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, дарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, яхай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою.
Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные я на вечеру ягоную. Але скажи только слово, и будет оздоровлена душа.
Молимся. Небесный Отче, Ты навостил нас хлебом, який даєш вечный. Учеников из радости были возлюбленные Христу Володару сусвету, и вечно живи зиму небесным володарстве, яки живей володарить нам веки вечные. Объявлю. 25 листопада у понеділок у спомин святой Катерины Александрийской Панны и мученицы. 30 у суботу свята святого Андрея Апостола, так званая Андрейки, апошний день гэтага году літургічнага. Раз увесь месяц листопад у 18:20 молимся на ружанцы за души померлых, выписанных у выпоминках. У наступную неделю 1 снежня, у першую неделю Адвенту, отбудется благословление оплаток на вигилийный стол. 22 снежня, у 4 неделю Адвенту, у нашей парафии отбудется традиционно парафиально-вигилийный кірмаш за охвочваем до чинного уделу. От 30 листопада распочинаем новенну перед урочистостью беззаганного зачаття Найсвятейшей Панны Марии, якая будет отправляться до 9 снежня, коли и будем святкувати урочистость беззаганного зачаття. У костеле завжди, коли урочистости выпадают на неделю, великую неделю, czyli Адвента, Великого посту, коли она переносится на наступный день, czyli на понедельник. Сегодняшние сборы ахвяраваний предназначаются на потребы духовной семинарии. Адорация Пана Иисуса на Святейшем Сакраменте отбывается каждый день от 14 до 19. 3 снежня у авторок у 6:30 наша парафия с молодью разом поедем у катедру, где проведем молитву, так званую имшу раратнию, где наша молодежь обставит музычно, а так само литургично литургию. У катедры, коли кто жадает, то может так само приехать туда и разом з нами помолиться. Дякуем за хвіраванне на будову, за супольную індивідуальную молитву, за спев я право литургичную, за прибирание каплицы, а так само тым, кто дежурил. Помолимся за тых, кто на гэтым тыдні святкуе дні народження, іменины, юбилейных, кто чакае народзіў детей, за добродеях перадаўцаў нашей парафіі. Так само за Андрея з нагоды дня народження, так само за кожного з нас, доручаючи поособку опіці Маті Божої Ружанцової, твоєї обороні отдаємся. Святая Богородица, наша потребу, не погорчай молитву нашу. Эту всякой злой духу, выбавляй нас за суд. Пана молитвенная и благословенная, Пани наша, опекунка наша, Зашальница наша и заступница наша, Сыну Своему нас поручай, Сыну Своему нас поручай,
Сыну Своему нас отдавай. Сьогодні за публічну промову акту віддання Найсвятейшому серцю Пана Єзуса можем отримать отпуст, полный отпуст, который можем охеровать за живого, за самого себе в даровании карт честных, або за покости одного померлого под звыклыми умовами принять, приступить до Святой Коммунии, або сегодня, або в ближайший час, и помолиться еще в интенциях Святого Отца. О Єзу наймилейший, откупитель роду людского, глянь на тых, кто покорно схиляется до подножия Твоего алтара. Вы Твоя властность и Тебе належит скорость. Сегодня каждый из нас щиро отдается Найсвятейшему сердцу Твоему, как еще боль съеднаться с Тобою. Многие зовсім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погрожаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу наиласковейший, и притули всех до святого сердца Своего. Благодаром будь нам, о Єзу, не только верникам, які ніколи не отступились от Тебе, але и сынам марнотравным, які Тебе покинули. Наши говядины щей вернулись и они в отцовский дом, и не сгинули от неставших и голоду. Будь володаром для тих, хто помилково чи праздне звуду отпучився от Тебе. Приведи їх до пристанку правди и единства веры, как хутко настала одна учарня и один пастырь, а далеко стёл Твой беспечной свободою. Дай всем народам супокой и згоду. Учеников на всей земли от краю до краю один узносился голос. Хвала Божьему сердцу, Якое пришло для нас избавление, Ему хвала и пошана на веки. Аминь. Добре, що ви є, що ви приходите. Примите Божие благословение. Дякую великий за вашу молитву. У понедельник, або в неділю добре я приїхав границю, так само вчора вельми добре поспіхово вернувся. Сьогодні дякуючи вашу молитву, тому що не стояв у черзі, ласка Пана, поїхав так, що ніхто не бачив. Не турбуйтеся, не будете шукати. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляє Бог всемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Идите в супокої Христа. Дякую вам. Хазори Михайле, Не держи нас у змаганні, будь нам обороною, слухай спокуси і пастор Слова Духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духів, які на згубу душ снують на світі. Нехай будет похвален Святейший Сохран, правдивое тело Его, Пана нашего Иисуса Христа. Нехай будет похвален Наисвятейший Сохран, правдивое тело Его, Пана нашего Иисуса Христа. Нехай будет похвален Наисвятейший Сохран, правдивое тело Его,